Ну и так, друзья мои, такие мы чумазы, стоим, заправляемся. Оси подняты, наплотные. Вот такая заправка. Саханефтегазсбыт. Топливо Арктика. 72 рубля за литр. Там 71,60. По-моему, я сфотал. Потом фотку приложу. Оси подняты. С нас скинули больше 3 тонн. Ну, сейчас полегче. Седло задавлено, на седло стало давить 10-200. Это хорошо. Передетит у нас. Вот так топливо потихонечку идет. Вот машинки тут ездят. Ладно, ребят, включимся. Ну и все, друзья. Заехали, заправились. 270 литров до полного бака взяли. Ну, там чуть-чуть не хватило. Ну, ладно. До Якутска нам хватит. Назад все равно там где-нибудь в Чульмане доливаться чуть-чуть надо будет, чтобы до федералки доскочить. Хотя бы до куда нам? До Тынды. Такой вот. Короче, в магазин ездил, взял пакет продуктов, в принципе, воды, колбасы, сала копченого, хлеба, там, картошку запарную взял. Картошку запарную, там сгущенки взял, к чаю взял, там что-нибудь попить. Но я вам скажу так, 1500 полный пакет. В принципе, у нас в Уссурийске даже было бы дороже. Вот это все 1002 бы было, не 1500, нифига. То есть, вот, и с парничкой разговаривал, он сказал, говорит, цены. Я, говорит, ездил во Владивосток. У вас, говорит, цены больше, чем у нас в Нерюнгри. По работе, он сказал, в Нерюнгри, говорит, работы до хера. Прям вообще много. Работа есть. Даже с Москвы приезжают на вахтовым методом работать. Вот автобусы с двойным лобовым. Как бы работа есть. Надо не жалеть. Главное для себя и работать. Все, мы на выход там. В город мы не заезжали, мы прям на въезде в городе. Вот где заправка. Дальше в город нам тем более нельзя. Так что как-то так, ребят. Ладно, дальше включимся. Ну вот, друзья, вот такая тут вывеска. А, так тут партнер Газпромнефти есть. Опти, нифига себе. Вот она. Вывеска такая. Плохо не видно нифига. Ладно, поедем дальше. Заправились. В принципе, цена Саханефтегаз. У них сбыт, это Арктика, нормально все говорят, заправляется. И вот этот Опти. В принципе, цена одинаковая, 71,60. Та же самая соляра. Ну и так, ребята, спускаемся с Чульмана. Поселок Чульман прошли. Вот, спускаемся, сейчас будет Чульмаканская петля, по-моему, называется. Если, ну, местные поправят меня. Я как бы первый раз, мне простительно. По-моему, она, да. Ну, раз Чульман поселок прошли, спустились, поднялись. Ремонт вот. А там дорога вниз там петляет, ну ее отсюда не видно. Да. Я вам скажу. Нифига, это не Култук. Местами и круче. Тут надо все с разгона, с толком, на автомат, на подъемах. Лучше на механику переходить с автомата. Я так понимаю, дорога вот тут была, вот слева раньше, потому что вон для Яра знаки стояли, что туда проезд запрещен. Они ее срезают. Срезают, потихонечку срезают.
петля, это Чурмаканская. Я скажу так, если с Якутска выходить Гружоном, здесь тоже. Ого. Да. Вот раз петля, и вон вторая будет. И вон туда уйдем. Да, грубо говоря, как на Култуке вот этот вот язык. Вон, получается, вон оттуда мы сверху пришли. Спускаемся. То есть нам надо туда подняться. Чем не Култук, первый подъем. То же самое. Даже, наверное, еще и круче. Примерно по высоте то же самое, наверное, выходит. Потихонечку ползем, спускаемся. Педалька придержали, горняк включили. Горнячком. У нас сейчас хорошо придавлено. Я вот сейчас посмотрел развесовку. Получилось 11 даже на ось. Давит. Нормально. Ну вот, то есть вот оттуда мы поднялись, ну, спустились. То есть тоже, как я вам скажу, хорошо. Кстати, со стороны Нерюнгри он не сильно заметен. Может быть, раньше он был, конечно, там капец, потому что, ну, видно, что ремонт идет, делается ремонт, все делают. Как бы. Вот так вот, я вам скажу, друзья. Ладно, ребят, впереди еще у нас перевал Тит. Самая главная точка. Самое главное его покорить. Ну, то есть не покорить, а подняться. Он непокорный. Главное на него подняться, чтобы нас он пустил. И все. Дай бог пустит. Будет все нормально у нас. Выгружаться все равно, наверное, будем в понедельник. Потому что воскресенье не работает. Пока не загадываю, докуда дойду, до туда дойду, там встану ночевать. Все, дальше включимся, ребят. Ну и так, друзья, сильно темно, но мы на Титу. Поднялся я нормально. Вот тачка. Все нормально. Холодина, ветрище, пасмурно. Ну все, мы поднялись. Вот оттуда мы приехали, вот там поднимались. Как-то так, ребят. Дальше едем. Не снимал, потому что надо. Назад буду ехать, сниму. А тут лиса ждет. Кс-кс-кс-кс. Вот это вот сидит эта лиса. Не фокусируется, падла. Пришла красавица. Плохо видно, конечно. А, накормила я ее колбаской. Ребята. Вот она, лисичка, сестричка. Ох, вот они. Две. Два куска больших таких кино. Не будем прикармливать, потому что это плохо, когда прикармливаешь лис. Ну, вообще, в таежных животных ищет. Я еще тут мам проехался по кусочку колбасы. И вот он, там она отлетела, вот они съедают ее. Так что, ребята, телефон пишет слишком темно, плохо, может, но не знаю. Вот они две. Красавицы. Сразу плохо видно, вот, да? Ты красавица. Мне глаза светятся.
даже не убегает, там кусок колбасы. А сейчас еще что-нибудь накормит. Накормит, нет? Сидит там. Вторая бежит. Такие дела уши мохнатые. Мышей родите ловите, ну да, здесь холодно. Короче, тип мы покорили, все нормально. Всем доброе утро. Сегодня у нас уже 4 февраля. Город Алдан. Мы по объездной едем. Вот нам до Якутска осталось 527 километров. Ночевал здесь, в Алдане, не стал уже дальше ехать, типа перевалил. До Алдана доскакал и все. Потихонечку поедем. Где-то минус 30 где-то примерно. Потихоньку, помаленьку поедем. Вся дорога, короче, спуски до подъема, спуски и подъемы. Если где-то что-то кого-то просохатил, все, хрен поднимешься. Вот Алдан слева. Где-то здесь аэропорт у них. Вчера по карте смотрел. Рядом с дорогой должен быть аэропорт Алдан. Холодный, едет тяжеловато. А вот здесь вообще самое такое сделано. Уступи дорогу на подъеме. Камеры висят. Потому что у них там подъемище капец. Никого нет. Двигатель не глушили. Тогда никто не глушит. Вчера с местными в Неринге разговаривал, а у нас, говорит, маленькие все на автозапуске стоят. Здесь парковочка маленькая, бывшая заправка. Ну, говорит, здесь можно и не встать. Ну, там для грузовых хрен, по-моему, не встанешь даже. А вот там написано. Что это такое, даже не знаю. Ну и вот, поедем. Местные говорили минус 15, машина на автозапуске, да. Минус 15 температура опустилась, все, заводится. Вот двигатель оставляет до минус 15. Днем они вообще не глушат. Вчера как бы 20-ка была, там, прыгала так до 25. Они говорят, зачем ее глушить? А постоянно у них работает. Они глушат масло, там посмотрели, проверили жидкости, долили, не долили, там и все, и дальше заводят. Но мне вчера сказали, лучше в Алдане ночевать, тут такое микроклимат свой, всегда тепло.
В Якутске будет 40-50, а здесь будет минус 25. Как-то так. Ладно, друзья, едем дальше. По много не буду снимать. До Якутска доснимаю и потом уже выложу ролик. Ну и так, друзья мои, едем. Короче, смотрите, какая, как в сказке. Как в сказке. Короче, 300, по-моему, километров осталось до Якутска. Вот такая вот. Минус 22 наверху, в низах. А в низах там сколько? Ну, минус 37 падает. И ямы капец. Скоро что у нас? Улу. А потом уже Топистяха. Прямо вот наверху вот так снег прилипший к деревьям, замороженный. Как в сказке, он там впереди видно, там так не видно. Здесь красиво, что говорить. Спора нет, красиво. Прошел Улу. Вот опять такая вот красотища. Мороз свои дела делает. Получается, сейчас минус 21, видно, морозы сильные были. И вот изморозь на деревьях. Прикольно вообще, как в зимней сказке, как будто едешь. Ну и в принципе по дороге, да, вот. Блин, ну немного ремонтов, но есть ремонты. Ее делают. Ну да, она есть местами, как в Забайкальском крае. Полный. Я уже говорил. Одна, говорит, организация делала. Что-то не учли, потому что здесь все равно вечная мерзлота, и летом, где вот эти палатины, дорога проваливается, и ямы. На низах дорога проваливается, на верхах нет. В низину спускаешься, по-любому сразу ямы, знак стоит. То есть что-то там не ушли, сделали не так. Ну, может, когда-нибудь переделается. Попробуем в таком формате поснимать еще. Едем с горы на горку, вниз, вверх, так и едем всю дорогу. Не, ну красиво здесь, красиво. Летом вообще, наверное, красотища. Осенью так вообще тут осенние краски, наверное, такие классные. Ну и так, друзья мои, вот она река Лена. А мы едем к Ледовой переправе. 32 под знаком минус. Все, сказали, здесь в Бестяхе сделали переправу, 40 тонн наладили, все. Что, посмотрим. Она еще и с другой стороны, ну, через весь город ехать. По плитам.
Навигатор меня вообще вел по Магаданской трассе, кругаля там в 500 километров. И мы сейчас, получается, переправляемся, выходим на дорогу, сразу направо и чуть-чуть проезжаем, а мы на месте. Все, знак висит 40 тонн. Сейчас нам надо по большому взять кругу. Выход-то я вам тоже скажу, там подъемчик хороший. Спускаемся. Вот он, река Лена. С берега спускаемся. Они ее еще намораживают же здесь. Меньше 40 тонн. Где-то 32. Зараз же скинули. 32-33 мы где-то. Это нашу. А вот там дымит, парит, не видно. Якутск. Якутск. Потрескивает, едем.
Главное нормально было. Ладно, ребят, дальше включимся, потому что тут сейчас руки нужны будут. Переправа. Река Лена. Едем. Ну и так, все, мы прибыли. Компания все то же самое оставил. Город Якутск. Завтра вот сюда будем заезжать. Ну, так и назад сдадим. И разгрузимся. Все. Мы свою миссию выполнили. До новых встреч, друзья. До новых встреч.